Здравствуйте. В прямом эфире губернские новости о главных событиях Воронежской области в репортажах наших корреспондентов. В студии Денис Вольф. Напоминаю, мы работаем интерактивно. Можете оставить информацию или тему для сюжета на нашем автоответчике. Вместе с вами мы делаем новости. Во второй части программы, как обычно, беседа с гостем студии. Сегодня это почетный консул Республики Кыргызстан в Воронежской области Таланбек Намазбеков. Но с ним мы пообщаемся чуть позже, а пока о главных темах. Высоты и подавление дзота. У Лискинского села Селявное на берегу Дона состоялась масштабная военно-историческая реконструкция с применением авиации. Зрителям демонстрировали бой, состоявшийся в этих местах 75 лет назад, в ходе которого 20-летний красноармеец Чолпанбай Тулебердиев грудью закрыл амбразуру вражеского дота. Почти за полгода до аналогичного, вошедшего в историю подвига Александра Матросова. За ходом Международного интернационального дня защитников Отечества и дружбы народов наблюдала наша съемочная группа. Немецкие укрепления на меловом склоне и советские солдаты, штурмующие высоту. Рассашанские, воронежские и калужские реконструкторы восстанавливают события 75-летней давности. 6 августа 1942 года бойцы 636-го стрелкового полка проводили разведку боем. 11 добровольцев под сильным пулеметным и минометным огнем на лодке переправились через Дон и взобрались по крутому обрыву на Меловую гору. Подойти ближе 30 метров к огневой точке противника по открытой местности не смогли, и уничтожить ее вызвался Чолпанбай Тулебердиев. Ему удалось подползти к дзоту на расстоянии 5 метров. Раненый в плечо и израсходовавший весь запас гранат красноармеец бросился на амбразуру и закрыл ее своим телом, заставив замолчать вражеский пулемет. За несколько секунд его товарищи успели уничтожить пулеметный расчет, а потом захватили и весь стратегически важный плацдарм. Тот героический бой реконструкторы постарались воспроизвести максимально достоверно. У нас, как в кино, все относительно, но, тем не менее, как вы видели, был сделан дот и укрепление, то есть именно на остатках тех старых немецких, венгерских позиций. По легенде, вроде бы дот был там, где могила, но выбор места реконструкции, он учитывался с учетом того, чтобы разместить зрителей, чтобы была площадка для организации вот этого всего культурно-массового мероприятия и, конечно же, непосредственно, то есть возможности организации укреплений, то есть для проведения реконструкции. Поэтому как бы место не 100% историческое, но это именно вот те места, где плюс-минус километр были данные события. Настолько подробно восстанавливать события 75-летней давности не просто, признаются реконструкторы. Только подготовка постановочного боя заняла около 2 месяцев. А ведь есть еще и другие аспекты. Примерить на себя роль захватчика готов далеко не каждый. Это сложно и морально, и финансово. Комплект немецкой формы стоит гораздо дороже, чем одежда советского бойца. И позволить себе амуницию противника способны не все. Кто-то должен изображать противника, причем противника изображать нужно ответственно. Невелик подвиг победить каких-то никчемных оборванцев. Солдат противника должен быть страшным зверем. Герой Советского Союза, сын киргизского народа Чолпанбай Тулебердиев, похоронен неподалеку от места постановочного боя. А на вершине мелового склона стоит памятник, у которого каждый год собираются как жители села Селявное, так и представители киргизской диаспоры из разных регионов России. В этом году почтить память красноармейца Тулебердиева прибыл и советник посольства Болот Мукашев. Сегодня мы, присутствуя на 75-летии совершения подвига, заявляем, что память о погибших в Великой Отечественной войне, об их героическом подвиге не должна стереться. И наш долг – передавать знания о них из поколения в поколение. Это то, на чем мы должны воспитывать наших детей. В митинге памяти и возложении венков и цветов к мемориалу приняли участие и школьники из Селявного и Нового Воронежа. Здесь они не только получили урок мужества, но и вступили в юнармию, получив флаг отряда и дав присягу. Мы продолжаем губернские новости. Настало время для беседы с гостем студии. Сегодня это почетный консул Республики Кыргызстан в Воронежской области Таланбек Намазбеков. Я вас приветствую. Здравствуйте, Денис. Итак, мы знаем, что на самом деле-то Кыргызстан и Россию связывает довольно много. Это вот мы посмотрели сюжет, это Великая Победа. Множество объектов Российской Федерации на территории Кыргызстана расположено. Узел связи ВМФ, авиабаза, испытательный полигон в Караколе. Ну и в конце концов 25 лет дипломатическим отношениям России и Кыргызстана. Вот скажите, почему, открывая вот почетное консульство, выбрали именно Воронеж, Воронежскую область? В чем вот выгода, может быть, именно вот здешнего местоположения?
Скорее всего, это наше взаимодействие общественной организации кыргызов, изначально взаимодействие, работа с местной властью, с местным народом. Мы очень много мероприятий проводили совместно с Лискинской администрацией, с областной администрацией, городской администрацией. То есть вот этот Международный день защитников Отечества и дружбы народа, который в этом году 12 раз проходит, это значимая вещь, это которая является и подписанием той платформы, где надо дальше укреплять. У нас еще в 2000 году между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой подписана декларация о вечной дружбе, о партнерстве. Поэтому мы опирались на историю. А здесь у нас великая история. История, когда освобождение города Воронежа, уничтожение фашистских оккупантов и герой Советского Союза по Мэтью Ливердию. Это то есть общая история. И Воронеж насчет этого очень богатый. Ну вот мы посмотрели, мы видим, что в Воронежской области довольно многие знают, да, вот именно историю этого подвига и вот этот эпизод войны. А в Кыргызстане так ли это? Конечно, конечно. У нас сколько делегаций было из Воронежской области. Проходили очень большие мероприятия в Кыргызской республике. И здесь у нас проходят в Воронежской области. То есть Воронежская область очень хорошо звучит в Кыргызской республике. То есть в данном случае, вот сегодня буквально мне вот идут сообщения, говорят, и около уже 27 таких СМИ Кыргызской республики уже передают там. Даже передавали в форме онлайна всю эту передачу. Расскажите, пожалуйста, вот о вообще вашей миссии в Воронеже. Чем занимается почетное консульство? С какими вопросами туда обращаются? Для чего оно здесь существует? Ну, почетный консул, он имеет ограниченное, но в то же время оно прописывается в соглашении стороны Кыргызской республики и Министерства иностранных дел Российской Федерации. Определенные есть консульские функции, которые выполняет почетный консул. Мы это выполняем, к нам обращается очень много людей, переселенцев, наших соотечественников. А там у нас все это прописано. То есть мы не являемся штатными сотрудниками, например, департамента, в смысле посольства, да, консульства. Ну, на общественных началах, но несем определенную, конечно, нагрузку, представляя государство. Ну, а вот то, что касается переселенцев, мы знаем, что работает программа переселения соотечественников в Россию. Я думаю, что многие из них обращаются, в том числе и к вам. С какими чаще всего вопросами, с какими проблемами сталкиваются? Ну, вопросы вроде бы все решаемо здесь. Консульство работает в посольстве, и мы тоже все как бы помогаем. Единственное, вот получение справок, получение восстановления всех документов. Вот этот вопрос ускорения, когда людям уже, как бы, сами понимаете, не могут выехать. То есть тяжелое материальное положение. Это почетный консул берет на себя. По мере возможности я помогаю. Летом открылось регулярное авиасообщение между Воронежем и Бишкеком. Таким образом, получилось, что жители Черноземья могут, например, отправиться в отпуск не там в Турцию, не в Грецию, а съездить отдохнуть на Иссык-Куле, например, да, или где-нибудь в горах. Вот сейчас, на данный момент, насколько этот рейс востребован, по вашему мнению, насколько часто им пользуются, да и вообще, что дает прямое авиасообщение? Ну, это, я думаю, большое достижение для Воронежской области и для Кыргызстана особенно, потому что соотечественники все уже... Вот я общался, мне сказали, что 75-78% уже наполняемость этого рейса. Это о чем-то говорит. Это мы всего 3 июня запустили этот рейс. Поэтому авиасообщение – это один из самых таких важных же, это самое, играет роль, да, в отношении, во время глобализации, это очень важно. И у нас это получилось, я думаю, будет польза всем жителям Воронежской области, и тем более мигрантам, которые здесь уже работают. Прямая связь тоже. Ну, а как вы считаете, здесь больше, скажем так, восстановление утерянных связей, в том числе в связи с расстоянием, или есть некий и туристический потенциал? И у Воронежской туристический области... потенциал, мы знаем, в Кыргызстане это как страна туризма считается, да? И есть что показать в Воронежской области. Мы над этим работаем уже, ведется работа. Первый проект по самолету мы пропустили, то есть получилось у нас. Рейс, первый самолет. И люди довольны. Конечно, мы ведем свою, смотрим за всем этим, как и туризм Кыргызстана. Скоро мы начнем.
Да, представляете? Очень часто возникают вопросы, тем более сейчас, вот знаете, когда у нас всегда на слуху некие там экстремистские течения и прочее, ну, как бы не громко звучало, да, дружбе народов. Есть у нас и фестиваль Воронеж национальный, проводятся некие мероприятия, да, благодаря которым каждая диаспора, которая представлена в Черноземье, в том числе в Воронеже, может рассказать о себе, о том, кто они, какая у них культура, какая у них кухня. Вот в таких мероприятиях принимаете ли участие и насколько, что хотите в первую очередь показать? Вы знаете, не зря говорят, тут государство сильно своей историей, да? Россия сильна своей историей. Это еще 2,5 столетия назад народ Кыргызстана знал о великой стране, о России, о имперской России. А сейчас у нас была общая история, когда был Союз Советских Социалистических Республик. И мы видим, что время меняется, да? Время ставит свои условия, но не все новое сближает, оказывается, людей. И все-таки вот общая история, она должна быть. Мы его должны лелеять, хранить. И один из таких направлений, один из таких вот, то есть 12-й Международный день защиты Отечества, дружбы народов, это и есть наша общая история, это братство наших народов. И Российская Федерация, она должен, как всегда, он идет в авангарде. Потому что Россия была землей многосветия, многозвучия, братства народов. Я бы об этом сказал. Ну, а вообще, вот общаясь и с переселенцами, с отечественными из Кыргызстана, какие отзывы о том, как они живут в России, что у них получается, что у них не получается, что может быть для них ново? Им было очень приятно, скажу, надо проводить вот такие традиции. У нас вот традиция, например, собирания, вот, то есть мы Международный день защиты Отечества. Народ и молодежь, подрастающее поколение вот воспитывается на традициях. Там уже будоражит и поднимается совесть человека внутри народа. А проблемы все снимаются, если человек вот понимает, за что это нужно. Была у нас общая история, понимаете. За новое нельзя хвататься. За новое, я еще раз говорю, нас предупреждали, что не все новое сближает людей. Есть история, есть, которые наши предки прошли. Это отшлифовано временем. Вот надо аккуратно и за это держаться. Направление вот в этом только надо держать. Остальное, потому что развитие цивилизации, развитие народа, развитие государства должно идти естественным путем. В общем, эволюционно. Эволюционно должно идти. То есть никаких. То есть это опыт, это наши предки, общая история. Вот за это надо держаться. Спасибо вам большое за беседу. Пожелаю вам успеха в вашей работе, чтобы проблем, с которыми к вам обращаются, было поменьше. Я бы хотел, пользуясь случаем, большое, огромное спасибо передать жителям Воронежской области, жителям, простому люду, администрации Воронежской области. Передать огромный привет администрации Лискинского района, Воронежской атомной станции, ребятам, девчатам, которые участвовали в реконструкции, всем вот клубам огромное спасибо. И что хочу пожелать? Я хочу пожелать России и Кыргызстану, чтобы росли достойные дочеря, сыновья были, да? Чтобы у России и Кыргызстана были верные, искренние друзья. Мы будем работать. Спасибо вам. И еще раз спасибо за беседу. Всего доброго. К этому часу пока вся информация. За развитием событий следят корреспонденты губернских новостей. Итоги дня подведем, как обычно, в 19:00. Я пока прощаюсь с вами. До встречи в эфире.